Здравствуйте, друзья! Случилось то, чего я очень боялась. На глаза попали видео из Якутска, и я не смогла удержаться, сделать вид, что не видела. Надеюсь и верю, что вы поддержите. Это крош в ошейнике. Явно подбросил хозяин к воротам ППЖ. Теперь не важно. Важно то, что не жилец он там. Порвут его. Слишком скромный, тихий. У мальчишки проблемы с ножкой, как мы видим. Надо выяснить, что за причина, и вылечить. Но сначала его надо забрать и вывести. Дорогие спасатели, посмотрите на этого ребенка. Ему бы жить в квартире или в доме. Милый и забавный песик. Давайте спасем малыша. Конечно же, нужны фин-кураторы. Я даже не понимаю, куда его поместить. Передержки откажут из-за больших долгов. И это естественно. Дорогие спасатели, может, кто из вас сможет дать уголок мальчишке? Мы вместе вылечим, мы организуем обследование, сделаем рентген, вылечим его ножку. Только, пожалуйста, пригласите, дайте ему уголок. Ну, нет другой возможности его содержать. Я думаю, что такой не засидится и пристроится. Если не у вас, то мы найдем ему дом. И вот еще несчастная малышка из пригорода Якутска. Дачники уезжали с дач и просто выкинули, оставили там, где скоро не будет ни души, только сугробы снега. Жмется к забору, ведь ею наигрались, пока было лето. Она не знает, как выживать, ведь это первый раз в ее жизни предательство и голод. От прикасаний руки вздрагивает, прижимается, но не убегает, а семенит за человеком. Ощущение, что ее били. Месяцев 6 ей. Назвали Еланка. Тельце длинное, коротколапое, по типу таксы. Кошек-то как боится. Местный кот надавал по мордашке, заплакала. Женщина, что мне рассказала, тоже с дачи вот-вот уезжает. То ли оставлять там в зиму на погибель, то ли сказать, чтоб забирала. Но тогда мне снова нужны фин-кураторы. Без фин-помощников ежемесячных и пытаться спасать, вывозить не стоит. Поэтому очень жду ваш ответ, ваше решение, спасаем или нет. На раздумье у нас всего 2 дня. Друзья, пока искали, кто откликнется на серую кошечку, что на усыпление сдал хозяин из прошлого ролика, под ноги с кустов спустился смышленый, красивый, милый котенок. Он туда забрался, спасаясь от собаки. А подошел человек, пищит, плачет, карабкается вниз, кое-как, боится упустить человека, так хочет, чтобы его забрали. Вот как пройти мимо, как их оставлять на погибель? Ни одного шанса на выживание нет. Нет подвалов в домах, дома на сваях. Как страшно за бездомных. Хоть кому-то. Мы же должны помогать. Как бы нам не было тяжело, но им тяжелее. Им просто смертельно. По собачке ушки, пока она в стационаре. Ждем прием у невролога. Ждем анализы. Мы продолжаем на нее сбор. Куда ее после невролога, я тоже не знаю. На массовую передержку нельзя. Когда собака вот так падает, ее загрызут сородичи. Может кто-нибудь взять, передержать, пока мы обследуем. Ну, хоть на время. Мы же ее не бросаем. Мы продолжим ее обследовать и лечить, пока не найдем способ вылечивания. Мы не бросаем собак. Ну, возьмите, чтобы в черте города, чтобы было не так далеко от врачей. Передержите, пожалуйста, ее. Мне реально ее некуда девать. Ее состояние меня не утешает. На прогулке заваливается, падает. Боюсь думать о плохом. Помощь актуальна, друзья. Друзья, пожалуйста. Сегодня мы покажем вам красавца Аякса. Каким он был, как замерзал. Был в инее, но ему повезло больше, чем другим.
И каким он стал? Его отмыли, расчесали, откормили, отфотографировали. И это все титаническая работа. И все для того, чтобы найти ему семью, чтобы он понравился, чтобы его любили. Аяк спокойный парень, но немного говорлив. Любит вырыть ямку и лежать в ней в жару. Не задирист, дружелюбен. Присмотритесь к нему. А вот так, друзья, мы готовим хвостиков к пиарной фотосессии. Собака должна выглядеть на все 100, иначе шансы найти семью нет. Сравните, какой Аякс был в Якутске и какой шикарный он сейчас. Друзья, наверное, все помнят, как в марте спасали семью из ППЖ. Одного не успели, остальных вытащили в последний момент. Вы тогда дружно откликнулись и на перелет, и на то, чтобы их спасти. Но у них нет ежемесячной финкураторской помощи, поддержки. И вот из-за таких собак копятся долги. Когда спасали, помнили о них, потом забыли. А какие же они красивые. И нам нужна на них финпомощь, а лучше всего сразу семья. Черный красавчик Жак, молоденький везунчик. Ведь он вырвался из ада. Его мы смогли спасти. Отличный характер, игривый, веселый, хорошо со всеми дружит, неконфликтный. Может, кому-то понравится, приглянется.